Альхамдулиллахи вахда, вассалату вассаламу аля ман ла набия ба'да. Рабы Аллаха, мы сказали с вами о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил, что будущее будет за исламом. И будет так, как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, потому что это обещание Аллаха, субхану ва тааля. Обещание в книге Аллаха, в сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Всевышний Аллах говорит: «Ва'ада Аллаху лазина аману минкум, ва'амилу ссалихати лястахлифаннахум фил ард, кама стахлифа лазина мин каблихим». Обещал Аллах тем, которые уверовали из вас и совершали праведные деяния, что Он сделает их наместниками на земле. Как сделал наместниками тех, которые были до Него. И говорит Всевышний Аллах: «Ва ухра тухиббунаха насру мин Аллахи ва фатхун кариб». И другое, помощь от Аллаха, и скорая победа. Это все обещание Аллаха субхану ва тааля этой умме, верующим. И говорит Всевышний Аллах в Коране: «Инна ланансуру русалана валлазина аману фил хаяти дунья ва яума якумул ашхад». Мы помогаем посланникам нашим и тем, которые уверовали в этом мире, и в тот день, когда восстанут свидетели, то есть в судный день. Аллах субхану ва тааля возвысит эту религию, как Он сказал: «Хуа аллази арсаля расулаху бильхуда ва динил хакки ля юзхиру аля дини кулли валау карихаль мушрикун». Он, который послал посланника с прямым путем, с руководством и религии истины, чтобы возвысить ее над всеми другими религиями, даже если это ненавистно многобожникам. Итак, это благая весть от пророка, алейхиссалату вассалям. Религия единобожия, ислам, это религия, она победоносна. И ей будет победа, нравится это или не нравится неверующим, многобожникам, нравится или нет, но это будет так. Потому что Аллах субхану ва тааля говорит в Коране: «Ва кана хаккан алейна насруль му'минин». Обязанностью нашей является оказывать помощь верующим. Аллах сказал, что это Его обязанность оказать помощь верующим. Но, чтобы получить эту помощь от Аллаха субхану ва тааля, для этого есть причины. То есть нужно что-то делать для того, чтобы Аллах дал эту силу, чтобы эта умма униженная, стоящая на коленях, чтобы она получила помощь от Всевышнего Аллаха и победу. Что для этого надо? Аллах субхану ва тааля говорит нам об этом. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит нам об этом в сунне. Первое, братья, что нужно? Первое — это вера правильная, вера крепкая, вера истинная. Это правильные убеждения, правильная акида, правильные убеждения, которые были у пророка и его сподвижников. Это отдаление от многобожия, от ширка, от различных религиозных новшеств. Как может эта умма рассчитывать сегодня на победу, рассчитывать на помощь и укрепление на земле, если столько людей в этой умме поклоняется гробницам, поклоняется могилам, уповает на талисманы, амулеты, ходит к гадалкам, занимается колдовством, всеми этими видами ширка, занимается астрологией, прочими вещами? Как может преуспеть эта умма и получить помощь, если столько новшеств религиозных распространено, и люди оставили сунну и пошли за бидатами, за ересью в религии? Какую помощь можно ждать? Если в мусульманских странах ты видишь повсюду висящие вот эти вот амулеты, глазки и прочее, умма, которая стала поклоняться этим глазкам, какую помощь ждешь ты от Аллаха субхану ва тааля? Если на утренний намаз в мечети если увидишь кого-то, это хорошо. Если человек не может оставить постель свою теплую и прийти, чтобы помолиться Всевышнему Аллаху, какую помощь ждет эта умма от Аллаха? Какую победу она ждет от Аллаха? Если джума сегодня, посмотрите, мы живем в районе, где живет столько мусульман, мусульманский район практически, эта мечеть не такая большая, не может заполниться уже столько лет. Какую помощь ждет эта умма? И пусть никто не думает про кого-то сейчас. Вот он такой плохой, а я хороший. Нет, это касается каждого из вас сейчас. И меня, и вас. Один человек пришел к ученому, одному из ученых ислама, и он сказал: Аллах говорит: «Ва кана хаккан алейна насруль му'минин». Обязанностью нашей является помогать верующим. Так говорит Аллах. И где эта помощь? Где эта помощь, говорит он этому ученому? Посмотрите.
Что ответил ему этот ученый? На вопрос: и обязанностью нашей является помогать верующим, сказал Аллах, а где эта помощь? Этот ученый ответил: وَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ النَّصْرَ. А где эти верующие, которые заслуживают этой помощи? Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Аллах обещал тем из вас, которые уверовали истинно, с убеждениями правильными, какие были у пророка и сподвижников, и совершали праведные деяния согласно сунне, искренне ради Аллаха Субхану ва Тааля. Где сегодня эти верующие? Таких Аллах обещал сделать наместниками на земле. Для таких обещал укрепить их веру, заменить их страх на безопасность. Они будут поклоняться мне, не передавать мне ничего в сотоварищи, говорит Аллах. Итак, первое – это возвращение к правильным убеждениям, крепкой вере, к сунне пророка, алейхиссалату вассалям, оставление ширка. Второе, что необходимо для этого? Второе, для этого необходимо сплочение. Пока мы находимся в этих распрях, раздорах и разногласиях, пока умма расколота на группы, на партии, на течения, чего ждет эта умма? Когда мусульмане ненавидят мусульманина больше, чем ненавидят неверующего, чего ждет эта умма? Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вахтасиму бихаблиллахи джамиа». Все держитесь вместе за верь в Аллаха, то есть за религию Аллаха, «Ва ля тафарраку», и не разделяйтесь, не разделяйтесь. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ва'ати'у Аллаха ва расулаху ва ля таназау». Подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь посланнику, и не разногласьте. «Фатафшалу ва тазаба рихукум». Иначе потерпите неудачу, и уйдет ваша сила. «Васбиру инна Аллаха ма'ас-сабирин». И терпите, поистине Аллах, Он с терпеливыми. Посмотрите, если впадете в разногласия, потерпите неудачу, и уйдет ваша сила, говорит Всевышний Аллах. А пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ля тахталифу, фа инна ман кана каблакум, ихталафу, фа галяку». Не разделяйтесь, не впадайте в разногласия, потому что те, которые жили до вас, раньше, общины другие, они впали в разногласия и погибли из-за этого. Единство, но единство, основанное не на любви в какой-то партии или группе, или нации. Единство, которое основано на единобожии, на правильной религии. Что еще необходимо для этого? Для победы необходимо просить Аллаха Субхану ва Тааля, поклоняться Ему искренне. Всегда, в любом положении, просить Аллаха Субхану ва Тааля. Посмотрите, Всевышний Аллах говорит о том, что Он написал в Забуре, в книге, после напоминания, что земля наследует ее рабы мои праведные. Так нужна праведность. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: вам, этой умме, помощь дается через слабых. Через слабых людей дается от Аллаха помощь. Через их молитвы, через их просьбы, через их искренность. Они просят Аллаха Субхану ва Тааля, молятся Ему, и Аллах Субхану ва Тааля дает помощь этой умме. И, конечно, чтобы получить победу, необходимо отстраняться от грехов. И необходимо совершать праведные деяния, ибо Аллах Субхану ва Тааля сделал это залогом. Если кто-то совершает грехи, то тогда человек лишается благой жизни уже в этом мире. Если ты совершаешь деяния угодные Аллаху Субхану ва Тааля, ты обретешь благую жизнь уже здесь, в этом мире. Так обещал Аллах Субхану ва Тааля. Посмотрите, ослушание, оно всегда ведет к поражению. Ослушание Аллаха, грех, любой грех ведет к поражению. А грех всякий тянет другой грех за собой. И уходит человек в пропасть. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ваман а'рада ан зикри, фа инна лаху ма'ишатан данка». А тот, кто отвращается от поминания моего, то есть от служения мне, тому мы дадим жизнь тесную. Тесная уже в этом мире будет твоя жизнь. Не будешь ты счастлив без Аллаха. И нужно готовить силу имана, силу веры и упования на Аллаха Субхану ва Тааля. Ты, который погнался за мирскими благами. Ты, который оставил поминание Аллаха Субхану ва Тааля. Ты, который оставил распространение религии Его, призыв к Его религии. Ты, который оставил получение полезного знания. Ты предпочел этому всему, поклонению Аллаху, служению Ему и Его религии,
Ты предпочел этому мирскую жизнь, услады этой мирской жизни. Ты поставил выше достижение успеха в этой жизни, чем вечную жизнь. Чего ждешь ты? Чего ты ждешь, чтобы проснуться? Чтобы выйти из этой беспечности, что надо тебе? Ты ждешь кары от Аллаха Субхану Тааля, который отрезвит тебя? Тогда жди. Аллах Субхану Тааля говорит об этом в Коране. Он говорит, если отцы ваши, дети ваши, братья ваши, жены ваши, имущество ваше, которое вы приобретаете, торговля, то есть бизнес, застой, в котором вы боитесь, дома, которыми вы довольны, если это любимее для вас, чем Аллах и Его посланник, чем усердие на пути Аллаха Субхану Тааля, тогда ждите. Тогда ждите, пока не придет повеление от Аллаха. Что за повеление? Кара. Кара от Аллаха Субхану Тааля. Наказание. Валлаху ля яхдиль каум аль-фасикин. И поистине Аллах, Он не ведет людей нечестивых. Посмотрите, эти какие страшные слова для нас. Аллах не ведет людей нечестивых. Ты отвращаешься от Аллаха Субхану Тааля, чем больше ты отвращаешься, тем больше ты погрязаешь в эту мирскую жизнь. Начинаешь заискивать перед нечестивцами, перед неверующими, лишь бы ухватить свой кусок от мирских благ, и забываешь про вечную жизнь. Не думай, что ты вот так вот останешься с верой. Нет, Аллах Субхану Тааля лишает человека, который отвращается от его религии, лишает его прямого руководства. Ты все дальше и дальше будешь погружаться и уходить в неверие. Аллах Субхану Тааля сказал, не бросайте себя, самих себя своими руками к смерти, к гибели. О чем это? Не бросайте самих себя своими руками к гибели. Абу Аюб аль-Ансари, мы сегодня говорили о нем в первой части хутбы. Он сказал, этот аят был ниспослан по следующему поводу. Мы, группа ансаров, сподвижники ансары, после того, как Аллах даровал победу пророку, алейхиссалату вассалям, укрепил эту религию, возвысил ее, мы сказали друг другу, ну все теперь, хватит нам уже усердствовать на пути Аллаха Субхану Тааля, займемся-ка мы нашим имуществом, приумножением его, займемся этими делами. И тогда Аллах Субхану Тааля ниспослал им вот этот аят. Не бросайте самих себя своими руками к гибели. Это гибель. Это гибель для тебя, если ты погрязнешь в мирских заботах, забудешь религию Аллаха, поклонение Ему, служение Ему, распространение Его религии, призыв к Его религии, изучение полезного знания. На тебе, на твоих плечах ответственность. Это твой джихад. Ты лично несешь за эту ответственность. Ты бросаешь самого себя к смерти. Эта религия одержит победу. И без тебя одержит. Но ты будешь заменен другими людьми. Как сказал Всевышний Аллах, «Ваин татаваллау ястаблил кауман гайракум, сумма ля якуну амсалякум». А если вы отвратитесь, отвернетесь, то Аллах заменит вас другими людьми, которые не будут подобными вам. И мы просим у Всевышнего Аллаха, чтобы Он вернул мусульман к их пречистой религии наилучшим образом. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.